Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Срочная весточка от духов вашего рода. Загадайте, пожалуйста, на себя, на срочную весточку. Давайте посмотрим, о чем хотят вам сообщить духи вашего рода. Сообщить, предупредить, возможно, даже подсказать. Загадывайте на себя. Я же прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно, человека нового показывают. Мои хорошие, вы все разные. Пожалуйста, не забывайте, что отсыпка у нас общая. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Здесь показывают нового человека. Человека очень хорошего и человека, который послан в вашу жизнь духами вашего рода. Говорят, что встреча скоро состоится, разговор очень серьезный состоится. И вас просят к этому новому знакомству отнестись тоже по-серьезному. И опять же, почему-то показывают, что вы очень закрытый человек, я так понимаю. Да? Тройка у вас такая несерьезная, контурная. То есть вам сложно знакомиться и вводить в свой круг общения новых людей. Либо вы очень настороженно относитесь к новым людям. Говорят, что посланник придет. Видите, на себе огромного оленя несет этот новый человек. Но олень — это возрождение. Олень — это новая жизнь, это новые возможности, это новые шансы. Возможно, вы, опять же, вы все разные, меня смотрят и мужчины, и женщины. Вы нуждаетесь в верном друге. Кто-то нуждается в своей половиночке. Да? Вот устали вы от одиночества. Хотите действительно встретить настоящего верного мужа либо жену. Да, вот половинку свою хотите встретить. Кто-то нуждается в друге, кто-то в подруге, кто-то в покровителе, в защитнике, в заступнике. Понимаете, вы все разные. Здесь буквально, вот если прочитать эти фрагменты, речь идет о том, что идет тот, кого вы просили, да, тот, кого вы заказывали, тот либо та, в ком вы действительно воистину нуждаетесь. То есть вы об этом думали. Может быть, даже и особо никого не просили, там, просто это ваши мысли. Да? Вот, хочу встретить свою любовь, хочу встретить истинного друга, хочу встретить того, кто будет мне помогать по жизни. Вот этот человек идет, на себе несет оленя. В сакральном смысле олень — это очень крутой знак, прям очень-очень крутой. Вот, говорят, что нужно вам этого человека принять, не бояться новых знакомств, не бояться и не отказываться от новых встреч. И если уже знакомство происходит, да, присмотритесь внимательно. Даже если человек вам там, с первого взгляда не очень там, понравится, дайте этому человеку шанс. Вот на третьем свидании, опять же, через тройку, этот человек раскроется. Либо на третьей встрече вы поймете, кто этот человек в вашей жизни, зачем пришел, зачем это знакомство вообще у вас состоялось. Вот идет кто-то обещанный. Тот, кого вы просили, либо та, кого вы просили. Опять же, вы все разные. Буквально на днях вы с этим человеком должны встретиться, познакомиться. И только с третьей встречи вы поймете, кто этот человек в вашей жизни, либо зачем он прислан к вам. То есть не рубите сразу, да, вот познакомились, человек не понравился, вы такая, все, не буду общаться. Да, так делать не нужно. 3 встречи должно пройти. Вот именно даже не 3, 2. На третьей вы понимаете, кто этот человек. Либо человек именно на третьей встрече перед вами истинно откроется. Вот, просят за этого человека, говорят, что это мы его послали, для тебя послали. Тебе этот человек нужен в жизни, сейчас именно конкретно нужен. Либо в принципе по судьбе этот человек тебе нужен.
Но оленя несет. Кстати, вот оленя несет, да, а это знак возрождения, перезагрузки, нового начала. Отнеситесь серьезно к новому знакомству. Так, а здесь кто-то жадный вам чуть-чуть чего-то даст. Кто-то очень жадный, такой жадный, что просто вот зимой снега не выпросишь, да. Такой жадный человек, это может быть и мужчина, и женщина, вам чуть-чуть чего-то даст. Но за этим придется куда-то ехать, да, потому что дорога туда, дорога обратно. Говорят, что поезжай, поезжай и бери. То есть зовут, дают, бери, едь, бери. Это важно. Сначала вы получаете от жадного человека совсем чуть-чуть, мало, но в будущем вот то, что вы получите, оно либо удвоится, либо даже утроится. Смотрите, это может быть как какой-то конкретный жадный человек, так и может быть какая-то организация даже. Да? Человек представляет какую-то организацию, у которой там особо ничего не выпросишь, не добьешься. Вот сначала дают чего-то мало совсем, а потом уже больше дадут, в 2-3 раза больше. Но нужно будет туда ехать. Вот не ленись, не думай, что мало, бери да поезжай. То есть это важно. Важно туда поехать, отметиться, либо чтобы этот человек увидел, либо какую-то там отметку, штамп поставили, что вы приезжали. Потом будет больше. Вот как начинают вам что-то давать, выдавать, либо возвращать, чем-то с вами делиться. Опять же, вы все разные. Так, показываю трубку телефона. И что-то вот с телефоном связано, сообщение, либо звонок. Пусть телефон всегда будет в поле вашего зрения. Отвечайте на все звонки. Могут с незнакомого вам номера позвонить очень важные люди, желанные люди. Да? Может быть, вы ждете какого-то звонка, а человек вам будет звонить совершенно незнакомого для вас номера. Да, либо смс-ить вам начнет. То есть вы всегда должны быть рядом со своим телефоном и принимать все звонки. Вот прям все до единого. Здесь именно важность звонка, либо человек важный для вас. Да, вот звоночек совершит с незнакомого номера. Вот. Ну, либо со знакомого, просто вы должны подойти к телефону, чтобы разговор у вас состоялся. Так, куриную лапку еще показывают. Куриную лапку с левой стороны. Ноготок загнулся, ноготок отвалился. Так, кто у меня занимается тем, что снимает негатив с себя, либо со своих близких, любимых людей? Еще 2 коготка осталось. То есть то, что вы делаете, оно работает. Вы действительно с себя негатив снимаете, либо с вас снимает негатив. Но еще 2 коготка остается. Либо очень сильный негатив был наслан на вас, ну, либо еще как 2 процедуры вам нужны, да, 2 сеанса. Что-то еще нужно доделать, поделать, да, вот 2 этих коготка убрать. Тогда куриная лапка, она полностью свернется и магия закончится. То есть дословно то, что вы делаете правильно. 1 коготок уже ушел, осталось 2. Да? То есть не останавливайтесь, не сдавайтесь, продолжайте. Так, ну а кто магию на себе подозревает, здесь вот четкий знак того, что да, была магия, было воздействие, причем либо дважды на вас делали, либо от 2 разных людей. Вот, то есть ваши подозрения, они верны, грубо говоря. Кстати, одного из тех, кто делал, вы четко знаете имя, фамилию, в лицо, наверное, знаете, то есть четко знаете. А вот второй человек более как такой, может, мастер, которому заказывали, да, либо человек, на которого вы там совершенно не думаете. Ну вот вышло с левой стороны. Ну опять же, с левой стороны все это убирается, вы все это уберете. Главное, что вы понимаете, да, откуда неприятности, и знаете, что вам делать для того, чтобы от этого всего избавиться. Дальше идем. Мужчину показывают. Мужчина, который оживает, как в себя приходит. Мужчина прям такой сухенький, вяленький, худенький, как засох, понимаете? У мужчины то ли в жизни ничего не получалось, то ли мужчина чем-то очень болел сильно, ну, либо даже, может быть, в алкозависимости находился. Вот показывает, что он оживает. Вода с неба льется на него. Вода. Но это Божья помощь.
Божья помощь, в вере ищите спасения, либо то, что вы сейчас делаете, там, молитесь, в храм ходите, это вам истинно поможет. Вода с неба льется, вы очищаетесь, вы к жизни возрождаетесь. Вы ли мужчина смотрите мою отсыпку, либо мужчина, который рядом с вами находится. Это может быть и муж, и сын, и брат. Вижу, что оживает. Все лучше и лучше себя чувствуют, и мысли хорошие в голове, и силы прибавляются. И вообще, знаете, как новая жизнь. Вот вода с неба, грязь то все смоет, все ненужное это смоет, и человек жизнь новую начнет 100%. И девушки, если у вас какой-то бывший объявился недавно и говорит, что вот смотри, я меняюсь, я решил новую жизнь начать, поверьте ему, он правда начнет новую жизнь, он правда поменяется. Тут высшие силы помогают. Вот, все хорошо будет. Человек другим становится. Был грешником, станет праведником. Был там, не знаю, лентяем, станет трудоголиком. Ну, может быть, и не трудоголиком, но, по крайней мере, ответственным, порядочным человеком станет. Да, вода с неба льется. То ли грехи простили, то ли кто-то отмолил. И так можно прочитать. Дальше, мои хорошие, вижу, что вы на рыбке катаетесь. Рыбка. Несерьезное отношение к деньгам. Рыбка должна быть у вас не под ногами, а в руках. Понимаете? В руках. Считайте деньги. Чем чаще вы их будете считать, тем будет лучше. Проверяйте все свои доходы и расходы, да, подводите балансы. Смотрите, куда деньги уходят. Здесь важно как-то ответственно, что ли, относиться к деньгам. Но опять же, вот эта пословица «деньги счет любят», да, постоянно их считайте. Вот на кассе, например, в супермаркете вы купили еду, посчитайте по чеку, правильно ли вам там насчитали цену, правильно ли вам сдачу дали. То есть чем чаще вы будете считать деньги, тем больше у вас их будет. А если вы так под ноги себе кидать, то каким бы богатым ни был человек, все это протрынкается, растратится, уйдет, и, извините, с голой попой останетесь. Неправильное отношение к деньгам вы четко показали. Хочешь, чтобы у тебя были деньги, относись к ним правильно, с уважением относись, не под ногами их у себя храни, а в руках держи. В таком ключе информация. Так, чуть выше. Гвоздь. Последний гвоздь вы вбиваете с большим усилием. Ситуация, которая очень долго длится, которая вас порядочно измотала. Может быть, вы за что-то боретесь, с кем-то боретесь, какую-то проблему решаете. Вот вижу, последний гвоздь вы вбиваете в крышку гроба, да, этой проблемы, либо этой ситуации. Осталось совсем чуть-чуть. Но вот самые последние денечки, да, вот перед решением этой ситуации, они будут самыми сложными. Надо набраться терпения и ни в коем случае от этой ситуации не отступать, не опускать руки. Вас, как, знаете, проверяют на выдержку, на прочность, на понимание того, что вы делаете. Чем ближе вы к цели, чем ближе вы к победе, тем тяжелее вам будет. Понимаете, в таком ключе идет информация. Ни в коем случае не отступайте, не сдавайтесь, делайте, продолжайте. Добейте эту проблему, добейте. Осталось совсем чуть-чуть. Так, кто-то у меня собрался куда-то ехать, но есть какой-то страх, есть какое-то переживание. То ли дорога для вас совершенно новая, то ли, может быть, вы каких-то других вещей опасаетесь. Ну, во-первых, с вами духи вашего рода, и ангел-хранитель у вас очень сильный. Знаете, как говорят, туда, куда не надо, тебя не пустим. Тебе знаки будут, тебя мы остановим. А куда надо, доставим. Вот с ветерком прям доставим, помогать будем. Вот так руками проблемы разводить начнем. Вы это почувствуете. Знаки, говорят, вам посылают. Посылают часто, во снах посылают, в каких-то цифрах посылают, еще и в буквах каких-то посылают. А еще есть у кого-то человек как знак. Поведение этого человека, реакция этого человека, либо людей даже, возможно. Знаки. Вам постоянно посылают знаки. Если вы переживаете на ровном месте, никаких знаков нет,
то переживать не стоит. Да? Вам, наоборот, помогут высшие силы, помогут ангелы-хранители, помогут духи вашего рода. Если вам куда-то не стоит ехать, либо ехать именно сейчас, то будут знаки, и вас попросту туда не пустят. Поэтому переживать, напрягаться очень сильно не надо. А вот здесь показывает, что вы о чем-то хотите очень сильно узнать. Как вопрос какой-то у вас есть, а ответа нет. И пока не будет. Пока не будет. Понимаете, вы не готовы узнать ответ на свой вопрос. Не готовы. Я не могу сказать, что это конкретно, потому что отсыпка у нас общая. Но вот говорят в свое время. В свое время. Здесь даже показывают 3 зарубки. Возможно, 3 дня, возможно, 3 недели, а возможно, даже 3 месяца. Вот как эти зарубки пройдут, вы правду и узнаете. Когда готовы будете, тогда правду и узнаете. А сейчас говорят, не ищи. Не ищи, все равно не найдешь. Правда будет прямо перед глазами у тебя, а ты ведь не поймешь. Да? Ты ее не прочитаешь, ты ее как не расшифруешь. Вот в таком ключе. Какое-то дело, денежное дело, с деньгами связано. Может быть, куда-то вложить деньги, перевести, обменять. Какие-то виртуальные, может быть, даже деньги. Вот что-то с деньгами. Вот здесь показывают, что спешить не надо. Спешить не надо. И почему-то паника. Паника. У кого паника? Паника, дурные мысли вам в голову вкладывает. Вот то, что вы хотите сделать, либо задумали, делать нужно только лишь с холодной, спокойной головой, без паники, не паниковать. И еще такой момент показали, парня показывают, мужчину, парень, высокий и худой. Вот его, что ли, слушать надо, либо к нему прислушаться, либо сделать так, как он говорит. Высокий, худой парень, либо мужчина, да, не могу сказать возраст, но высокий и худой. Вот он что-то знает, либо он точно знает, как поступить. То есть я так понимаю, что вам совет нужен, да, совет, прежде чем что-то делать. И паника, уберите панику. Да, паника вам прям очень мешает. Здесь кто-то у меня разошелся, но не навсегда. Люди разошлись в жизни, по жизни, но не навсегда. Они разошлись для того, чтобы чуть позже встретиться. Здесь может быть и любовная история, да, когда люди там любили друг друга, поссорились, ну, либо так обстоятельства сложились, когда люди просто взяли и разошлись, разъехались, в разные стороны уехали. А также может быть и дружба, и всякие там, рабочие моменты, там, бизнес-моменты, сотрудничество. Это не точка, это не конец, это всего лишь пауза, это запятая. Люди расстались для того, чтобы в будущем опять встретиться. Вам то ли время нужно на то, чтобы понять, да, вот кто хороший, кто плохой, то ли вам какого-то опыта не хватает, да, вот разбираться в людях, разобраться в себе, например, еще. Здесь вы четко показали, разошлись для того, чтобы сойтись. Но сойтись уже на каких-то новых, других условиях. Либо другое отношение между вами должно возникнуть. Чтобы ценили вы друг друга по-настоящему, да, к друг другу тянулись. Возможно, научились договариваться с друг другом. Вот ради этой цели вас развели. Но сведут. Сейчас развели, потом сведут. Женщина на другой берег смотрит. Ну, я так понимаю, что вы хотите уехать, либо вы хотите, допустим, за границу замуж выйти. Потому что вы на свой берег не смотрите, а смотрите на другой берег. То, что вы хотите, либо то, что вы задумали, оно осуществимо. Но цена вопроса, понимаете, цена вопроса, вам придется заплатить. Чем будете платить? Не деньгами, не переживайте. Платить, скорее всего, тем, что вы оставляете свою прежнюю жизнь, там, прежних друзей, работу, да, как будто бы вот все заново придется начинать. Показываю 2 мужчин. Один прям к вам лицом стоит, а другой полубоком.
Лицом, я так понимаю, что вы сейчас с ним общаетесь, а тот, кто полубоком, вы еще не познакомились. Поэтому, девочки, один мимо пойдет, да, с кем сейчас общаетесь, зато второй действительно именно тот, кого вы искали, либо тот, кто вам идеально подойдет. Ну и жертву вам придется принести, да, это вот оставить все, что вы знаете, может быть, даже как, опять же, пожертвовать там своей карьерой, каким-то своим имуществом. Все придется оставлять, да, для того, чтобы с новым мужем в новой жизни жить. Да, вот как-то так показывают. Если вы успешная женщина, если у вас там недвижимость есть, если у вас хорошая работа, либо бизнес, вы несколько раз подумайте. Ну, как бы цена достаточно высокая. Вот. И еще говорят, что рядом с вами совсем есть мужчина, который вас боготворит. Ну, вот в прямом смысле слова. И вот если вам вот так вот делать пальцем по отношению к этому мужчине, он вас всю жизнь на руках носить будет. А вы как-то к нему относитесь, как, знаете, шутите все время с ним, там играете, шутите, всерьез не воспринимаете. Либо вам кажется, что он какой-то слишком простой для вас. Это не важно, какой он там сложный, либо простой. Главное, что он всю жизнь на руках вас будет носить. Понимаете, вы для него всю жизнь богиня будете, он вам преклоняться будет. Вот настолько он вас любит, и сам по себе вот по характеру человек такой, как в рот заглядывать вам будет. Понимаете, девочки? Ну, понятно, сердцу не прикажешь, но вдруг вы решитесь, никогда не пожалеете. Сейчас вы вот по молнии его от себя отгоняете. Ну, всерьез не воспринимаете, да. Он от вас только вот молнии видит. Хотя он вам все на свете простит, понимаете, лишь бы вот рядышком быть с вами. Такой мужчина, он неплохой. Да, может быть, немножко простоватый, либо там звезд неба не хватает. Но, тем не менее, девчонки, очень счастливой вас может сделать. Подумайте. Так, ну а если вы мужчина, смотрите мою отсыпочку, и у вас с какой-то женщиной прям очень серьезный конфликт произошел, здесь показывают, что вы с этой женщиной обязательно помиритесь. Причем она сама будет с вами мириться. Либо она подстроит так, что вы помиритесь. Вот, вы не переживайте так сильно. Не переживайте. А почему вообще разлад произошел? Да потому что вам сейчас отвлекаться нельзя. У вас сейчас, видите, работа в гору пойдет, либо бизнес в гору пойдет. Очень много всего на вас навалится, а вам силы нужны, понимаете? А если так, женщина рядом, так вы на нее отвлекаться будете, где-то лениться начнете, либо выбирать женщину, а не работу будете. А вам сейчас важно вот денежку свою заработать, либо карьеру свою сделать, либо бизнес свой восстановить, либо укрепить. Понимаете? Вот поэтому вы и поссорились. Как вы поссорились, так вы и помиритесь. Женщина какой-то вам маячок даст. Ну, либо подстроит так, что вы помиритесь. Птицы. Почему-то птицы не летят, да? У вас претензии к птицам. Не летят птицы. Кто-то на связь не выходит, на контакт не идет. Так, ну давайте начнем с того, что человек не просто так это делает, там какая-то есть причина, причем причина очень серьезная. На контакт не идет. Человеку есть что вам сказать, но пока эта причина актуальна, человек на контакт не выйдет. Чуть позже, не сейчас, но чуть позже вы все узнаете. Причем узнаете из первых уст. То есть этот человек все-таки выйдет на контакт, либо лично приедет, и вы все узнаете. Так, еще показывают женщину, которая метит на ваше место. Вот как будто бы вами хочет стать. Может быть, это в любви соперница, может быть, на работе конкурентка. Вот вами, хочет стать вами. Женщина, она подлая, коварная, на многие страшные вещи способная. Но ей вас не победить. Ни при каких раскладах не победить. Она об вас сломается. Причем и лоб разобьет, и руки-ноги сломает об вас. Вы для нее, ну, как кара небесная, что ли. Вы извините, что так говорю. Но вот идет такая информация. Вы настолько для нее триггер,
у нее будет шанс вот отступить, покаяться, раскаяться, но он, скорее всего, этого не сделает. Она об вас сломается, вот прям сточится об вас. Ну, потому что вы априори сильнее. Вам-то и делать особо ничего не надо. А вот ей нужно из шкурки прям выпрыгивать для того, чтобы вам как-то навредить. Вы не думаете, что это вам какие-то беды насланы. Нет, это скорее ей беды насланы в лице вас. Был у нее вариант, но она им почему-то не воспользовалась. Ну, а теперь поражение неизбежно. Прямо на ваших глазах она рассыпется, вот как в труху сотрется. Вот. Причем вижу, что вы ничего особо не делаете. Вы просто живете, как жили, да, работаете, как работали. А она то ли психику свою разрушает, то ли здоровье у нее рушится. Ну, вот прям плохое с ней будет. Зря она, конечно, это все зря. Ну, каждый сам свой путь выбирает. Каждый сам. Так, и еще момент. Женщина жалеет о том, что мужчина ушел к другой женщине. Она винит ту другую женщину. Ну да, она виновата, соперница виновата, но и мужчина, у него тоже рыльца в пушку. Не сейчас, но, скорее всего, ну где-то вот полгода, наверное, период в полгода пройдет, и вы страшные вещи узнаете об этом мужчине. Может быть, он что-то страшное с этой соперницей сделает. Может быть, там еще что-то раскроется. Но там страшные вещи будут. Сейчас вы о нем жалеете, вы хотите, чтобы он вернулся, но пройдет полгода, и вы просто вот будете вся белая, да, думать, вот не дай бог бы он со мной остался, да, вот что бы было. То есть вы еще и небеса поблагодарите, да, за то, что отвели вот такую беду в виде этого мужчины. Не могу сказать, что он там такое сделает, чем прославится, но что-то страшное, прям ужасное, страшное, преступное. Да, ну, полгода это не срок, понимаете? Вот, и старайтесь абстрагироваться. Ну, поверьте, вы сейчас плачете, ну, грубо говоря, за каким-то дураком либо преступником. Потом вы все поймете. Так, и еще говорят о том, что вы умеете делать, но не делаете. Может быть, образование, которое вы получили в свое время. Может быть, ну, действительно, что-то умеете делать. Там, кто-то умеет шить, вязать, готовить. Что-то вы умеете, но вы этого сейчас не делаете. Говорят, что нужно делать. Говорят, что именно в этом вы себя найдете, либо в этом станете успешной. Ну, смотрите, опять же, вы все разные. Если вы когда-то там получили образование, то сейчас как раз-таки ваше образование, ваши знания, ваш опыт очень востребован. Попробуйте себя поискать в том, что вы умеете делать. Ну, как талантливый человек, а талант в землю закапывает. Так делать нельзя. Что вы на этом можете и прославиться, и заработать очень хорошо. Вот, не закапывайте свой талант. Вспоминайте, что умеете, и это предлагайте, миру предлагайте, людям предлагайте. Будет очень востребовано. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.